Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Кудайбергенова Атлас Маджановна. Я буду вести для вас видеоуроки по грамматике казахского языка. Они полезны как для начинающих, так и для тех, кто уже изучает язык. Каждый наш видеоурок состоит из названия новой темы, вопросов, окончаний, примеров присоединения окончаний, примеров предложений или диалогов. Бірінші сабақ, первый урок кіріспе введение. Казахский язык является агглюнативным языком, когда словообразование строится путем прибавления суффиксов и окончания к слову. Для удобства суффиксы и окончания будем называть одним словом аффиксы. Обычно этот принцип сравнивают с поездом с вагонами. Чтобы было понятно, приведу несколько примеров. Аке сыне. Аке – корень слова «отец», с окончания третьего лица притяжательной формы, не окончание бар септік дательного падежа, его отцу. Балықшыларға – балық рыба, балықшыл словообразовательный суффикс рыбак, лар окончание множественного числа, га окончание дательного падежа, рыбакам. Аналарымызбен ана корень слова, лар окончание множественного числа, амыз окончание первого лица притяжательной формы, бен окончание инструментального падежа көмектесептік с нашими матерями. Білімділерденсіздер білім образование, білімді образованный, лер окончание множественного числа, ден окончание исходного падежа шығыс септік, сіз окончание личное, дер окончание множественного числа. Вы из образованных. Образно говоря, корень будет как паровоз, эти аффиксы как вагоны. Они цепляются к паровозу. В первом случае 2 аффикса, во втором случае 3, в третьем случае тоже 3, в четвертом случае 5 аффиксов. Изучение казахского языка мы начнем с классификации гласных. А почему, спросите вы? А потому, чтобы хорошо понять закон сингармонизма или созвучия, на котором основана вся грамматика казахского языка, к которому мы вернемся позже. Когда поймем принцип работы закона созвучия, то легко сможем подбирать нужный аффикс к слову. Итак, гласные в казахском языке делятся на твердые и на мягкие. А, твердые гласные О, У. Мягкие гласные В, Е, И. Если в слове есть твердые гласные, то это слово является твердым словом. Если в слове есть мягкие гласные, то это слово будет мягким. Теперь давайте распределим эти слова по мягкости и твердости. Ну, мягкие слова и твердые слова – это тоже для удобства понимания. Вот так мы называем их. Итак, алма. Слово твердое, потому что в слове есть гласный А. Дважды встречается. Кисе. Слово мягкое, потому что в слове есть мягкий гласный Е. Терезе. Тоже слово мягкое. И мягкое слово, потому что в слове есть мягкий гласный Э. Тау. Слово твердое. В слове есть звук А твердый. У твердый. Шерша. Слово твердое, потому что в слове есть твердый А и А. Даптер. Слово мягкое, потому что в слове есть мягкое гласное и Е. Шар. Слово твердое, потому что в слове есть твердый гласный А. Теперь, что такое закон сингармонизма? Үндестік заңы. Закон сингармонизма или созвучия. Первое правило. К твердым словам добавляются твердые окончания, к мягким словам добавляются мягкие окончания. Итак, здесь у нас твердые слова, здесь у нас мягкие слова. И окончание тоже имеет два варианта. Вот твердый вариант для твердых слов и мягкий вариант для мягких слов. Итак, алма, лар. Мы взяли окончание множественного числа, взяли только два окончания для удобства понимания. Таулар,
шышалар, шарлар. Keseler, terezeler, üyler, дәптерлер. Получается, яблоки, горы, елки, шары, пиалы, окна, дома, тетради. Давайте рассмотрим еще один пример. Тут даны отдельно твердые гласные, отдельно мягкие гласные. Они нам будут служить как подсказка. Здесь даны с синим цветом слова, к которым мы будем присоединять окончания. И тут нам даны окончания. Окончание тут дательного падежа барсептек. Сначала мы рассортируем слова по мягкости, по твердости. Итак, начнем. Слово «сагат» является твердым словом, потому что в слове есть звук «а» и встречается дважды. Куще слово мягкое, потому что в слове есть мягкий «у» и «е». Агаш слово твердое, потому что в слове встречается «а» дважды. Шөп слово мягкое, потому что здесь есть мягкий звук «в». Бала слово твердое. Гуль слово мягкое, потому что в слове есть мягкий «э». Мектеп слово мягкое, потому что в слове встречается «е» дважды, мягкий гласный. Кала слово твердое. Жир слово мягкое. Ид слово мягкое. Жул слово твердое. Таз слово твердое. Теперь нам большого труда не составит перетащить сюда окончания. Твердые слова, твердые окончания, мягкие слова, мягкие окончания. Но здесь два варианта твердых окончаний и два варианта мягких окончаний. Как нам тут быть? Задается вопрос. Ответ найдем во втором правиле. Итак, второе правило гласит, если слово оканчивается на гласный или звонкий согласный звук, то к нему добавляется окончание, которое начинается со звонкого согласного. Если же слово оканчивается на глухой согласный, то к нему добавляется окончание, которое начинается с глухого согласного. Итак, смотрим на слово «сагат», слово «твердое». Конечный звук в слове «т» глухой, значит, сюда мы подберем окончание «к». Почему? Потому что, как гласит правило, «т» глухой согласный, «к» тоже глухой согласный. По принципу подобное притягивает подобное. Агаш. Конечный «ш» тоже глухой согласный. Поэтому мы сюда подберем окончание «к». Бала оканчивается на гласный. Поэтому мы сюда подберем уже окончание «га», балага. По данной аналогии сюда подберем тоже «га», калага. Жол оканчивается на «л», звонкий согласный. Поэтому мы сюда подберем окончание «га». Таз. «с» глухой в конце. Поэтому мы подберем сюда окончание «к». Здесь мы работаем по такому же принципу, только здесь слова будут мягкие. Куще слово оканчивается на гласный, поэтому мы подбираем окончание «ге», куще «ге». Шуп по глухой согласный, поэтому мы подберем «ке». Гуль л звонкий согласный, поэтому гуль «ге». Мектеп глухой, поэтому мектеп «ке». Жер р звонкий, поэтому жер «ге». Ит «ке». Итак, сегодня мы с вами узнали, что гласные в казахском языке делятся на мягкие и твердые. Познакомились с законом сингармонизма или созвучия. По закону созвучия к мягким словам добавляются мягкие, к твердым словам добавляются твердые окончания. Конечный звук в слове играет решающую роль в подборе аффиксов. Если слово оканчивается на гласный или звонкий согласный звук, то к нему добавляется окончание, которое начинается со звонкого согласного. Если же слово оканчивается на глухой согласный, то к нему добавляется окончание, которое начинается с глухого согласного. Если посмотреть, в присоединении окончаний действительно есть созвучие.
Аффиксы подбираются не вперемешку, а строго по мягкости и твердости гласных. Последний звук в слове и начальный звук аффикса гармонично соединяются в слове, поэтому этот закон называется законом сингармонизма или созвучия.